Колись на селі було весело, шумно, птушки так співали, було так прилюдно. Тепер все замовкло, кругом стало тихо. Нічого не бачим, одне тільки лихо. Хоч сонечко світить, хто жив ще на диво, людей тут немає, хоч було і тоскливо. Пили й робили батьки наші в полі, в колхозних бригадах, як у неволи, болото косили та й сіно згрібали. Робили всі тяжко, ще й трохи співали, про долю свою в роботах забували. І так кожний день вони пропадали, роптали, робили, дітей гадавали. Куди ж ви те ділись? Куди ж ви пропали? Дядьки і тятки мої так всі співали. Не чути, не бачу їх духа. Одна по селі блукає розруха. Усьо похилилось, усьо повалилось, а їм, дорогим нашим, гете не снилось. Як гірко казати, як тяжко писати, так хочеться вам про все розказати. Казали мені батько і моя мати, села хутко в нас ніхто не познає, бо в йому потиху усьо замирає. І тільки там, ано вітер шумить, а хто там остався, так серце щемить. Село ти село, моє дорогоє, було ти і добре, було ти і злоє. Тебе я побачу і гірко заплачу. В йому жили люди, тепер їх не бачу. Наша деревня на Овшо-Челіщевичі, а це наші просто діди чи прадіди поділили по частям. Ото Залєзькі, там Величковичі, там Жуки, а там Заболоті, от такої. А як так де-то тамочка, ну, вона, а за Овшо, це все, це його, це Челіщевичі, а там Дубини теж, там Миленьків. Ось старовина все так поділила, не за нашій пам'яті, так воно й ведеться. Тут в каждой хате по много детей было. Тоже я с малку здесь росла. В лесу у нас огород был, поле было. Отец лесником работал. Вот. Все время там и огород. Ездили, помогали, пешком бегали. 4 километра туда, до поля. А нас звали Заканальці. По канал гето, Заканальці. Гето Антопольський, нас городський. Бо наш же бережка перетікає порог. В школу отсюда ходили, в Анисковичи самые. Там деревянная школа была. Это от нас 8-7 километров точных. Зима занесет. Зайдем в школу, согреешься. Даже вздремнешь на уроках. Вот согрелся и все. Колхози работали. В колхозах, діти в школу ходили, тут сіяли, бачите, в нас зараз оце, корчі кругом. Так не було, в нас було все світло, видно то село, то води було, сушки не було. А по весні, як у нас красиво було. У нас все, як вийдеш, горіло в цвітах. Ну як його, по-нашому латац цвіт, жовтий. І аїр, плешня, ляльки тоді були. Усе цвіте, було то зелене. А птиць, що було? Качки, журавлі, цаплі, бусни. Це було, весною не можна було спати. Якщо лежиш, а цих лягушок, як почнуть квакати, то ухо затикаєш, щоб не чути їх. Катя сидять от під подушкою і починає тобі. С 80-го года началось вот так вымирание. Там умрет. А дети, что повыезжали, все туда, по городам. Кто куда. Кто в Бресте, кто в Кобрине, кто в Москве, кто где. У нас все отсюда, в основном ребята были военные. После армии нам же не давали взять в колхозе справку на паспорт, чтобы не выезжали. То у нас как получалось? Там пристроишься в училище, дальше поступаешь, и дают оттуда же. Убегали кто как мог. А почему? А за что тут? Тут работ таких не было. За копейки работать. Родители оставались. Доярками все же не будут. Там летние работы, это полеводческие, полоть. Тут тоже ж не хотелось.
за те копейки. Все убегали, как могли. Я кошу сама, рубаю кошу, ні на землі. Я можу сіяти, можу, що можу робити. І копати можу, і огороди садити. Я всю культуру знаю таку. Ну, у мене, от бачите, топлю, топлю одну грубу, потім топлю другу на кухні. Дрова ношу, сніг відкидаємо, а як так, то йду в корчі. Там зрубаю, принесу, порубала, грубу натоплю. Ось цим займаємося. А весною у нас соти садимо за селом, полимо, обкашуємо тут. Отаким. Ну вот, постучу бабке, живая, не живая. Она приотвесит окошечко, ну, значит, живая. Ну, не каждый день, вот что-нибудь приготовлю вкусненько, постучу через окошко, так не достану миску подать. Удрушлаг, и ей ближе окна. Вот. Ну, и так это самое я смотрю за всеми. Вот тую бабку спасла, что через дорогу. Помогаю. То воды принесу этой бабке, то отчищу от снега, то так. Ну. Значит, правильно называется не шури, а шуры. У те времена до той войны, значит, там была цегельня и черепица, то есть завод кирпичный был и черепичный. Вот. Там сейчас проходит Осмоловская погода, проходит нефтепровод. И вот ребята, это гомельская организация, говорит, ну и глины тут. Там страшнейшие глины очень хорошие. Тяжело было копать траншеи. Ну и ямы остались. В те времена, это до какого 1914 года. Вот, значит, кирпичный завод и черепичный. Черепичный немножко дальше, метров 50. Там такие бугры, сейчас все сохранилось. Дядя мой 16-го года, помнить, где кирпичный завод был, значит, еще труба была, он 16-го года. Вот. Выжигали этот кирпич и черепицу возили на постройку Брестской крепости. Так сказано. Так сказано. Вот. Где брали торф. Тут леса не было до Зелова. Вот тому еще дальше развитыться есть. Там были видны загоны, мы пасли скот. Вот. Кто там пахал, чем пахали, неизвестно. Ну, у нас как, история затушевана, панская Польша была. Панская Польша. А Шуры, значит, кирпичный завод и черепичный. Были навесы, Шуры. И поэтому назвалась деревня Шуры. Но со временем стали уже писать Шури, а именно газета «Заря» уже стала писать Шури, ну, уже поправили. Вот. И вот это все, как говорится, изделие шло на постройку Брестской крепости. Деревня умирать стала, если вам сказать, приблизительно при Хрущеву. А почему? Началась паспортная система. Молодежь получила паспорта, я уехал на Целину уехал, вот. Ну и так дальше. Молодежь ушла в города, и деревня, старики остались, даже начали умирать, и все. И деревня. Так и, от рынка тоже так само пропала. Я покуда ще в силах, в Демидовщину на велосипеде за хлебом съезжу, там магазин, днями работаю, по днях. А вот именно во вторники, у субботы это автолавка. Туда ходит и сюда должна. Но я ему сказал, сегодня она должна прийти, суббота. Но я сказал, вы не приезжайте, зачем топливо сжечь. Я еду в Антополь, в баню, там переночую у знакомых. Ну и куплю кое-что.